When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, babe, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in
Уважаемые зрители, просим вас встать. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Всем добрый день, дорогие друзья. Последняя встреча 18-го тура женской высшей лиги. Вашему вниманию представляет YouTube-канал «Женский футбол в Беларуси». Меня зовут Андрей Ильеня. Встреча между Могилевским Днепром и командой АБФ У-19. Я думаю, что она одна из самых интересных в этом туре. Ну, даже судя вот по результатам. Вчера было 3 разгрома, сегодня такая настоящая, ну, бойня, можно так сказать, если не преувеличить. В Маргоне состоялась. Витебск все-таки не смог Сморгонь переиграть. Победа подопечных Яны Вышитко со счетом 2-1. Ну и в Могилеве, здесь на стадионе Днепр-Могилев, он так и называется, встреча команд, которые не выявили победителя в первом круге. Встреча-то на Динамо Юни проходила и завершилась без голов. Хотя в самом начале матча Ульяна Узун, футболистка АБФ У-19, не смогла реализовать пенальти. Был хороший момент, чтобы выйти вперед у тогдашних хозяек поля. Но вот уже во второй половине Днепр, в принципе, взял игру под контроль, ну и не реализовал свои несколько опасных моментов, да, которые команда создала. В общем-то, справедливая, закономерная ничья. Посмотрим, что сегодня явят нам команды. Вы уже можете ознакомиться со стартовыми составами на наших экранах. Они вот есть. Сейчас была 11-ка Днепра, ну и я, естественно, еще раз голосом все это дело озвучу. Павел Руденков, главный сегодня на футбольном поле, арбитр из Гомеля. Его помощники Денис Малашенко из Минска и Николай Прохоренко также. Он представляет Гомель, 4-й рефери Елена Ильюшина из Могилева и инспектор матча Дмитрий Доля, он из Гродно. Арбитр в прошлом, который вот завершил судейскую карьеру и перешел на инспекторскую стезю. Составы команд. АБФ У-19 в воротах под 22-м номером сегодня Ева Вяжель. Полевые футболистки: 2-й Александра Самойлова, 4-й Алина Черленок, 5-й Лада Пашковская, 6-й Анна Синявская, 7-й Анна Пуцыкович, 8-й Валерия Имховик, номер 9-й у Дарьи Горшковой, 19-й Дарья Протасюк, 21-й Ксения Яцинович и номер 23 Лея Тихомирова, наш капитан. Главный тренер Владимир Шинзиков. Днепр-Могилев, в ворот Анна Залетова под 1-м номером. 2-й Анастасия Михайлова, 3-й Карина Товаревич, 4-й Арина Иванова.
7-й Виктория Барлюгова, 9-й Валерия Барбаренко, 11-й Алина Конева, 16-й Яна Домин, 18-й Валентина Капункина, 27-й номер капитан команды Валентина Нижегородова и номер 97 Евгений Якуси, главный тренер Михаил Соболев. Что ж, видим мы, контролирует сейчас мяч центральная защитница команды АБФФ У-19 Алина Черленок, играет направо. Ну и здесь Валерий Имховик уже ищет адресата передачи в центре. Посмотрите, как Самойлова за мяч цепляется. Хороший пас. Там Дарья Протасюк слева сегодня играет. Ну вот не в ноги мяч пошел. Протасюк, тем не менее, до мяча добирается. Ну что ж, сможет ли воспитанница пинского футбола обострить игру? Ну, в общем-то, да, можно сказать, что это у нее получилось. Нарушение правил. Сбили, правда, не Протасюка, Самойлову. И штрафной удар. Карина Товаревич свалила. Павел Рудзенков, естественно, на это не мог не среагировать. Достаточно классный эпизод сейчас может возникнуть для подопечных Владимира Шендика. Он в свой родной город, где не один год отработал на благо могилевского женского футбола. Но вот сейчас возглавляет сборную Беларуси до 19 лет и, соответственно, команду АБФФ У-19. Ну, я думаю, всегда ему приятно приезжать в Могилев. Подача и гол! Вот это да, ничего себе! Прямым ударом смогла Александра Самойлова вот так вот наказать, не побоюсь этого слова, Анну Залетову. Да, у Ани не удался предыдущий матч перед международной паузой с Витебском. Пропустила она там мяч в ближний угол после удара Екатерины Янчиленко. Или Янчиленко. Да, ну и вот так вот за шиворот забросил Александра Самойлова с достаточно острого угла мяч Ани Залетовой. Да, растерянный футболистки могилевской команды. Очень быстрый мяч уже на второй минуте они пропускают. Александра Самойлова здорово на себя, конечно, проявила в матчах со сборной Узбекистана У-20 в эту международную паузу. Главного тренера, в принципе, заслужила лестные отзывы, ну и, в общем-то, поэтому, я думаю, в том числе она сегодняшний матч начинает в стартовом составе. В хорошей форме Самойлова сейчас, ну вот, наверное, есть вопросы все-таки к Ане Залетовой по этому эпизоду со штрафным ударом на 3-й минуте, на 2-й минуте даже. Мяч в руках Валерий Имховик, правого защитника команды У-19 АБФФ. Забрасывает мяч Анна Синявская вперед в борьбу там на фланг. Эту борьбу выиграть не получилось. Зато Илья Тихомирова, дирижер всех атак АБФФ У-19, мяч подхватила. Вот Самойлова на сей раз ошиблась. Барбаренко тянет мяч вперед. Ну и пыталась здесь по флангу сыграть. Но внимательно была Валерия Имховик. Я уже сказал про матчи с командой Узбекистана, сборной Беларуси среди девушек до 19 лет. Вот в эту международную паузу они состоялись, которая завершилась не так давно. 1-1 результат первой встречи, но во второй уже удалось нашей команде победить со счетом 2-0. Классные голы в исполнении Анны Синявской, ну и особенно Алины Черленок со штрафного. Я думаю, те, кто видел эти встречи на YouTube-канале Ассоциации Белорусской Федерации Футбола, естественно, с этим согласятся, с моей характеристикой этого эпизода. Было здесь, да, нарушение правил, получила по ногам Евгений Якусик. И розыгрыш штрафного состоялся. Ну вот, довести дело до остроты не получилось. Атака развивалась по правому флангу могилевской команды. Ну вот с прострелом как-то не срослось, что называется. Ева Вяжин мяч в игру вводит. Да, она снова в воротах команды АБФФ У-19. Есть определенные проблемы со здоровьем у Алисы Мацкевич. Поэтому, да, не такой искушенный голкипер. Ева, она, в принципе, там как раз-таки проводила от звонка до звонка эту вторую победную игру против узбекистанок и не пропустила. Яцинович заброс вперед, там никого. Ну и вот, соответственно, получает игровую практику в чемпионате. Ева, хорошие, конечно, у нее данные, очень рослая девчонка. И, конечно же, много-много ей еще нужно в чем добавлять. Но и так хорошая работа была проделана Игорем Харланом.
тренером вратарей этой команды. Ну и, соответственно, сборной среди девушек до 19 лет. Я думаю, что, да, при должном отношении Ева обязательно вырастет в хорошего уровня голкипера. Черленок продвигается вперед и играет на Тихомирову. Я уже говорил, что умеет мяч Лия придержать, умеет разогнать атаку своевременно. Играет она в опорной зоне. Ну, в принципе, да, вот может быть такая у нас подрастает смена игрокам в этой самой опорной зоне. Ну, не то, что смена, а конкурент, я бы даже так сказал, а не САС, а нашему, наверное, самому талантливому футболисту на этой позиции в нашей стране, игроку национальной сборной. Самойлова назад, здесь Черленок. Да, ну вот нет Александры Тарадуды, она в запасе, наверное, тоже какие-то есть у нее проблемы со здоровьем, поскольку также она вот и не играла во втором матче с Узбекистаном. Ну, в заявке есть, поэтому, может быть, мы ее на поле увидим. Хотя, может быть, просто она в нее была включена, как это часто практикуется. Ну, в общем, Горшковой пару в центре обороны составляет Алина Черленок. Снова. Играет вот так вот, не рискуя, выбивая мяч за боковую линию, Алина Конева. И аут в пользу гостей. Открывается Синявская, мяч 6 номер получает, заброс штрафную, должна здесь, конечно, спокойно сыграть Залетова, что она и делает. Но для уверенности сейчас Ане, конечно, нужно было сыграть на выходе уверенно, да, и успокоить и себя, и партнерш по команде. Все-таки вот этот пропущенный мяч на второй минуте, он, конечно, мог ослабить эту самую веру в себя у Ани, но я уверен, что все будет хорошо в дальнейшем. Но так или иначе, сверхбыстрый гол, это, конечно, на руку гостям. Они вот сейчас мячом владеют как раз-таки. Имховик разворачивается. Под прессингом Арины Ивановой оказывается Валерия. Ну и ничего лучше не придумала, как отдать мяч Дарье Горшковой. Горшкова умеет мяч протянуть. Тоже эти матчи с Узбекистаном, вот первый из них мне довелось комментировать, умеет мяч протянуть и начать атаку первой передачей. Очень стильный сегодня Михаил Соболев. Я думаю, даже вот на этом общем плане вы можете сравнить. Ну, так он немножко так посолиднее, да, в этом смысле выглядит, нежели его визави Владимир Шиндиков. Но каждый тренер, в общем-то, имеет свои привычки. Кому-то больше импонирует спортивный стиль, да. Мяч не попал в руку Алины Коневой. Руденков все хорошо видел, поэтому не нужно гостям сигнализировать о том, что якобы надо ставить мяч на точку. Нет, все нормально, и продолжаем мы играть игру далее, без пенальти. Михайлова здесь, наверное, не лучшим образом сыграла. Атака БФФ, и выходит из ворот Залетова. Мяч не дошел до Дарьи Протасюк. Товаревич. Да, я думаю, если бы вдруг Карина знала, чем обернется вот этот ее фол там на первой или уже на второй минуте, я думаю, что постаралась она бы не фалить. Но вышло так, как вышло, и счет 0-1. Барбаренко. Барбаренко в одно касание. Иванова. Неплохая атака левым флангом от могилевской команды, но вот эта передача на Бурлюгову все-таки могла, наверное, быть более точной, или же мяч должен был направлен Евгении Якусик, она там была чуть ближе. Ну, уже вот так, наблюдая за позиционными наступлениями обеих команд, у нас практически 10 минут прошло. Яцинович здорово переводит мяч в центр. Самойлова. Можно Протасюк отдавать. Не было ли положения вне игры? Протасюк, да, был все-таки офсайд. Вот мне сразу же тоже показалось, что немножко промедлила с передачей Александра Самойлова. Хотя, конечно, классно в разрез отдавала она между защитниц могилевских на Дарью Протасюк. Залетова. Домин.
И мяч от Яны именно уходит за боковую линию. Пашковская вводила мяч из аута, но сейчас уже с мячом Алина Черленок. Ищет варианты для продолжения атаки. И вот Синявскую находит. Такой вот диагональю низом. Подключается в высокой позиции Валерия Имховик. Но вот, к сожалению, не видно. Не видно, что там происходит. Свисток звучит. Возможно, снова было положение вне игры. Да, вот на этом стадионе проходит встреча. К сожалению, Спартак сейчас недоступен ни мужскому Днепру, ни женскому, поскольку готовится главная арена Могилева к принятию соревнований лучников на вторых играх стран СНГ, поэтому футбола пока на Спартаке не будет. Ну, Днепр мужской играет на торпедо, а вот девушки принимают соперников здесь вот на стадионе, на поле, на клубной базе. Да, такой вот прессинг, и заставляют сейчас Залетову ошибиться с выносом мяча. Нижегородова зажигает свечку. Горшкова точно играет на Самойлову. Борьбу там Самойлова Нижегородова навязала. А сейчас уже микродуэль Синявской и Барбаренко. Ну кто же выйдет победителем из нее? Понимаем мы, что это была Валерия Яцинович. Да, не держится мяч. Посмотрите, что есть. Есть проблемы с контролем у могилевчанок. Быстро они мяч теряют. Прострел Нижегородова. И мяч Якусик подхватывает, мчится вперед на всех парах. Это может быть хороший контрвыпад. Тут могилевская команда. Якусик, она уже в центре. Есть у нее подмога. На Барлюгову передача, выходит Вяжель. И играет спокойно. Да, неплохой сейчас был подход с этим вот рывком со своей половины от Евгении Якусик, да. И думается, что большой объем работы Женя сегодня проведет на футбольном поле. Наверное, да, опять же, в своевременности вот этого паса, этой передачи, конечно же, прогадала немножко Евгения. Но, опять же, после такого спорта, может быть, силенок расчета, скорее, ей не хватило. Теперь же право от флангом. Днепр пытается созидать. На Домин мяч переправляется. Ну, Яна здесь сразу двоих пытается накрутить соперниц. Будет... Нет, не будет угловой. Будет удар от ворот. Ну и да, есть поддержка у могилевских девчонок здесь на трибунах. Знаю, что была фотосессия Каролины Житко перед матчем и разные активности. На самом деле приятно, что и на женских матчах есть вот такие вещи. Это очень здорово. Ну, в Могилеве всегда, в принципе, умели работать с болельщиками в силу возможностей, конечно же, не самых солидных клубных. Тем не менее, что-то эдакое пытаются всегда придумать в клубе. Это на самом деле здорово. Нарушение правил, да, от Виктории Барлюговой. Все-таки придержала она там Ладу Пашковскую, и будет мяч Горшкова в игру вводить. Тихомирова здесь открывается. Мяч как раз-таки принимает от своего центрального защитника. Здорово по флангу, но читает этот момент Карина Товаревич. Пашковская снова-таки будет мяч в игру из аута вводить. На Самойлову. Через центральных защитниц все правильно. Черленок, Имховик. Ну и где-то рискует, наверное, Валерия. Тем не менее, играет точно на Ксению Яцинович. Вступила с ней в борьбу. И мяч забрала Евгения Якусик. Но вот, опять же, недолго он в ногах могилевчанок держится. Да, есть определенные проблемы у команды. Они наметились... Так, очень ярко себя проявили, наверное, будем так говорить, до международной паузы. 2 матча с Динамо БГУФК, 1 с Минском. Болезненные были, конечно, поражения. Ни одного мяча в всех встречах не было забито. Да еще и Витебскую команда в предыдущем туре умудрилась проиграть со счетом 0-1. Было очень сложно. Конечно, очень не хватает могилевчанкам своего лидера, лучшего бомбардира команды Каролины Житко. Да, на ней очень много завязано, естественно. И получается такая своеобразная Житко-зависимость есть у команды. Мы это можем
наверное, констатировать. Но опять же ушла, наверное, при не самых, не будем, наверное, вдаваться в подробности, при не самых радужных обстоятельствах из клуба Анна Денисенко. Ее сестра Юля пока еще в команде, но опять же посмотрим, как будут развиваться далее события. Есть, конечно, и новые игроки. Один новый игрок, во всяком случае. Пока это центральный защитник Ксения Карпова. Из Витебска она перешла в Днепр. Буквально вот на днях об этом клуб объявил. Ну и Кристина Смоловская, уже она не футболистка могилевской команды, знаю это точно. Наверное, как раз-таки такое вот и получилось замещение Карповой на Смоловскую. Поэтому, опять же, из этого кризиса могилевчанкам нужно как можно скорее выбираться. Пока же мы видим, что мчала вперед Дарья Протасюк. Да, хорошие девчонки, конечно, воспитываются и воспитывались в Пинске. Это Анастасия Ковалева, футболистка «Динамо ГУФК», которая дебютировала за сборную не так давно, забила мяч. Очень красивый, который, правда, не спас поражение нашу сборную в Барановичах от команды Узбекистана. Потерпели поражение со счетом 1-2. Ну и вот Дарья Протасюк тоже. Говорят, что вырастет она в очень хорошую футболистку, опять же, при должном подходе к футболу, должном отношении к себе. Барбаренко. Мяч к Михайловой приходит, она тоже была в сборной, и Михайлова сейчас ошибается. Удар поворотом и мяч в сетке. Ничего себе. Сегодня, мне кажется, день Александры Самойловой. Да, ошиблась здесь Анастасия Михайлова на ровном месте. Увы. Увы, вторая такая, будем говорить с теннисным языком, невынужденная ошибка. И 2-0. Счет у нас становится на 17-й минуте. Дубль Александры Самойловой. Ну что, ждем повтора. А вот и он. Собственно говоря, да, конечно, Михайлова здесь ошиблась. Ошиблась и исправиться не смогла. Ну и в ближний угол мяч пропускает после удара с линии штрафной Анна Залетова. Конечно, опять же, есть проблемы у голкипера. Продолжаются они, да, и по первому голу, наверное, можем мы говорить, что не лучшим образом Аня сыграла. Ну и сейчас тоже. Да, и, конечно, я думаю, что Владимир Шинсков очень доволен вот таким результатом. По-другому быть, наверное, не может. Да, может быть, тем, как сыграла его футболистка его команды в сборной, да, Михайлова, он не очень доволен. А вот тем, что ее сумела Самойлова обокрасть и точно пробить, этим, конечно же, да. Ну что ж, штрафной удар в сторону ворот Евы Вяжель и у мяча Валентина Нижегородова. Если бы била она левой ногой, можно было бы попробовать проделать то, что удалось Самойловой на второй минуте, но нет. Мягкий заброс, и нужно пробивать. Барбаренко, не получился у Леры удар как следует. Снова мяч у 9-го номера могилевской команды. Есть Таваревич, нет положения вне игры. Таваревич, и что, заработала угловой? Да. Угловой мяч попадает в Анну Синявскую, и Нижегородова будет исполнять этот стандарт. Павел Руденков, да, беседует с девушками, и сейчас какое-то внушение сделает, судя по всему. Кто там борется за позицию? Яна Домин, по-моему, или Карина Таваревич, да, и опекает ее Дарья Протасюк. Нет, не Дарья Протасюк, Валерий Мховик, судя по всему. Видите вы, да, девушки борются за позицию. Ну что ж, можно подавать. Нижегородова это делает совсем неудачно. Ну и, конечно, вряд ли тут Вяжель будет торопиться, даст на паузу своим девчонкам
Партнершим по команде Черленок на Имховик. Да нет, там как раз-таки за позицию с Пашковской боролась футболистка могилевской команды. Конечно, не Имховик. Имховик все-таки играет здесь поближе к нашему комментаторскому пункту. В одно касание Залетова. Точно прямо на соперницу, на Имховик. Не было нарушения правил. Можно продолжать игру. Мяч остался у футболиста команды АБФ У-19 Горшкова. Протасюк. Снова Дарья мяч от своей тезки Горшковой получила. Да, ну и пока что многовато сейчас сумбура в действиях футболисток обеих команд. Вяжель, да. Могла она здесь тоже ошибиться. И ошибиться результативно в пользу соперника. Бурлюгова там ее напрягала. Аут в пользу команды АБФ У-19. Пашковская, ну, подходят ближе, конечно же, в стремлении соперниц поджать могилевские девчонки. Пашковская, мяч с ноги срезается. Ну и что, Иванова первый на нем будет? Так и есть. Молодец Арина в данном моменте. Барбаренко назад. Иванова. Конева. Да, по качеству, конечно, этот пас от Арины Ивановой надо критиковать. Хорошо, что все обошлось для Днепра. Команда уже и так уступает 0-2. Штрафной удар. Нарушала правила Виктория Борлюгова. Уже очень скоро у нас экватор первого тайма. Что мы можем сказать по тому, что увидели, да? Все-таки преимущество в контроле мяча есть за гостями. Но пытаются жарить в контратаках. Вот, может быть, как раз-таки сейчас одна из них будет. Могилевчанки. Но опять же, ни одного сейва, ни одного такого эпизода, где пришлось серьезно в игру вступить Еве Вяжель, мы не видели. Так что, наверное, все-таки получше, поувереннее смотрятся гости. И уже я даже предвкушаю, что после матча может сказать главный тренер, что будет доволен этим самым первым таймом, в всяком случае, ее вот этой первой половиной. Теряет мяч Якусик, Синявская. Ничего себе. Вот немножечко у нас от Зинедина Зидана в исполнении Анны. Анна Пуцыкович мяч потеряла. Домин. Домин уже около штрафной. Пытается она обострить, на Иванову сыграть, но молодец. Не совсем я заметил, кто там был. В общем, прервала футболистка АБФ У-19 эту передачу на Иванову. Грамотно сыграла, прочитала эпизод. По-моему, Дарья Горшкова как раз-таки была. Не было нарушения правил, и здесь контратака. Наклевывалась у АБФ У-19. Протасюк мчалась вперед. А теперь уже это делает Лия Тихомирова. И забегание, видимо, от Синявской. Теперь забегание во фланг Имховик. Синявская попадает мяч в Нижегородову. Да, и Валентина сейчас выговаривает за вот эту вот оплошность на чужой половине своим подругам по команде. Будет угловой. И подавать его будет пока герой этого матча Александра Самойлова, воспитанница гомельского футбола. Уже больше года, по-моему, она в команде АБФ У-19, да, и растет, добавляет, это очень здорово, я думаю, в Гомеле этому тоже рады. 25-я минута у нас заканчивается, угловой. Подача, на сей раз неплохая, с мячом встречается Черленок.
Возвращают его в площадь ворот. Ну и что, да, все-таки он там вышел. Вышел за лицевую линию. И опять же от помощников Павла Рудзенкова это не ускользнуло. Залетова. Опережает Иванову сейчас Имховик. Но не так уж, чтобы и рьяно боролась за этот мяч Иванова. Удар по воротам. И сейф от Анны Залетовой. А Протасюк здесь заимела проблемы с обработкой мяча. Конева. Ошибка. Снова ошибка. Да, много, конечно, вот этих невынужденных оплошностей со стороны могилевских защитников. Конечно же, этим нужно пользоваться. Но, опять же, очень серьезное, такое сложное положение себя могилевчанки загнали вот этими двумя пропущенными мячами. Ну, на самом деле, конечно, хотелось бы верить, что пустой формальностью не станут вот оставшиеся минуты. Еще играть очень и очень много, поэтому все может измениться на футбольном поле. Пашковская мяч бросает. Самойлова. Там, конечно, коллективный отбор, он должен был сработать. Посмотрите, нет, мяч все-таки за гостями остается. Ничего себе, Тихомирова, удар по воротам ровно по позиции Анны Залетовой. Ну, Аня, наверное, сейчас, да, тоже не станет торопиться. Мяч уводит в игру рукой. Конева. Михайлова. И на ровном месте ошибается сейчас Карина Товарищ. Да, такое тоже бывает. Ничего страшного. Горшкова. Самойлова. Имховик. По флангу играет Анна Синявская на Имховик. И мяч все-таки ушел там за боковую линию. Уходит с левого фланга на правый Арина Иванова сейчас по указанию Михаила Соболева. Да, пытается главный тренер сразу же вот по ходу. Пока еще не заменами и другими действиями, перестановками нести корректировки в игру. Естественно, такой результат Михаила Викторовича устраивать никак не может. Нарушили правила гости сейчас на Виктории Борлюговой. Михайлова. Передача назад идет от Анастасии на Залетову. Михайлова. Капункина. На Нижегородову. И здесь есть Конева. Якусик. Нет, Капункина была. Ее без мяча оставляют. Контратака. Пошла вперед Аня Пуцыкович и ошиблась. Точнее, здорово сыграли во дворе могилевчанки, естественно. Товаревич мяч тянет вперед. Горшкова грамотно действует, читает эту передачу. И аут. Аут в пользу гостей или гостей. Да, ну уже у нас полчаса минуло. Игра так немножко успокоилась. В последнее время больше борьбы мы сейчас наблюдаем. Немножко темп снизился. Ну и, соответственно, градус вместе с ним. А нам бы хотелось все-таки феерии, да? Или у одних, или у других ворот, а лучше у обоих. Ну, так бывает, конечно же, не всегда, тем более в женском футболе. Кто, может быть, следит сейчас за Мундиалем, который
проходит на полях Австралии и Новой Зеландии, со мной согласятся. Классный матч, и, кстати говоря, в прямом эфире все их можно посмотреть на официальном сайте FIFA. Штрафной удар в сторону ворот Евы Вяжель. Ну и, как всегда, его исполняет Валентина Нижегородова. Заброс. Вяжель выходит, играют кулаками. Здорово. Действует на выходе голкипер Михайлова. Первая на подборе. Капункина. Капункина перевод на Иванову. Одно касание Якусик. Неплохо. Но Горшкова здесь Якусик до последнего отборолась. Протасюк, да, это будет желтая карточка, конечно, Валентине Нижегородовой. Безусловно, сразу же в кармашек полез Павел Руденков. Срыв перспективной атаки будет инкриминирован. Ну или, будем так говорить, вот так именно в протоколе напишут. В объяснении к этой желтой карточке Нижегородовой. На 31-й минуте она ее получила. Ну да, безусловно, здесь таким борцовским приемом уложила она на чужой половине Дарью Протасюк. Да, но опорный полузащитник, капитан на желтой карточке, это, конечно, опять же, есть риск. Может быть, каким-то образом Михаил Соболев будет реагировать и будет помнить об этом. И, возможно, увидим мы на поле и другую футболистку вместо Нижегородовой. Например, Марину Пушкарь, она есть в резерве. Горшкова. Щерленок. Играет попроще, на самом деле точно. И здесь мяч дошел до Ксении Яцинович. Посмотрите, что делает 21 номер. Проходит на центр, да, ну и решается пробить издали. Мяч принимает Назалетова. Какие-то есть проблемы, да, у футболисток или у футболистки. Здесь Карина Товаревич оказалась фактически на линии. Да, есть проблемы у нее. Будем надеяться, все хорошо с Кариной. И сейчас, да, будет пауза у нас небольшая на водопой. Конечно же, жарко, и поэтому нужно всем девчонкам попить водички, немножечко так отойти, да, от этих напряженных уже почти что 33 минут. Да, говорил я в самом начале нашего репортажа о том, что вчера состоялись 3 матча, и все они завершились разгромами. 10 голов Зорко БДУ забила в Пинске, в Бресте Динамо Буковка 4 мяча провело, ну а Минск в Гомеле 9, соответственно, не пропуская. Да, в духе фэрплей, естественно, мяч возвращается могилевской команде. Ну и сегодня Сморгонь переиграла Витебск в таком событийном матче со счетом 2-1. Заброс вперед. Здесь первая была Черленок. Против нее Барлюгова. И мяч приходит к Вяжель. Тихомирова. Опять же, вот, получает свою практику игровую Ева Вяжель. В высшей лиге она дебютировала еще в прошлом сезоне в составе Бобручанки. Провела несколько хороших матчей, даже очень хороших. Ну и вот теперь вот заменяет травмированную Алису Мацкевич. Играла она против Зорки БДУ, сейчас вот против Днепра. Это, конечно, очень хорошая практика и опыт. Еще один фол и еще один штрафной удар. Мяча Валерия Барбаренко. Барлюгова.
Слишком просто Вика хотела уйти от Алины Черленок. Там аут, да, так и есть. Якусик. Уже повисла у нее на плечах Тихомирова. Прерывается эта передача. Яцинович здорово играет. Пас вперед. Протасюк. Назад снова Яцинович. И там на фланге, да, Пашковская есть. Да, немножко не вперед, а назад, да. Отдала эту передачу Ксении Яцинович. Можно продолжать. Самойлова. Имховик. Посмотрите, как высоко крайние защитницы поднимаются гостевой команды. Ну, пока это особого профита не приносит. Мяч в ногах у Анны Синявской выбивает. Яна Домин. Это была и... Что ж, угловой. Еще один угловой. 37-я минута, 0-2, напоминаю, на 2-й и 17-й минутах отличалась Александра Самойлова. Сначала со штрафного, ну а потом ударом ровно с линии этой самой штрафной. Подача. Нужно было, наверное, постараться Горшкова все-таки побороться за этот мяч. Барлюгова была первая. Здорово выбрала позицию Виктория. Ну, мяч вышел за пределы штрафной площади, но опять же, вот долго в ногах не задерживается могилевчанок. Капункина. Пашковская играет головой. Горшкова. Было нарушение правил. Горшкова на Черленок. Та в одно касание. Пашковская. Здорово на коротке играют гости. Но здесь немножко технический брак от Анны Пуцыкович. Яцинович. Попадает Ксения в Валентину Нижегородову и аут в пользу гостевой дружины. Протасюк. Пас назад, Яцинович, заброс. Ну и, конечно, тут Залетова спокойно должна сыграть. Атака гостей. Пуцыкович. Нет, Протасюк здесь первая. Прострел. Очень опасно. Мяч врезается в ногу Валерии Барбаренко. Ну и сейчас она, конечно же, погасила этот вот пожар своей штрафной площади. Да, хотя было очень-очень горячо, что называется. И нарушение правил на Анне Синявской. Самойлова не торопится. Но я не думаю, да, что вот с этой позиции будет сейчас Александра пробовать пробивать. Хотя об этом я не думал и тогда, когда она открывала счет на 2-й минуте. Вот так вот у нас вышло. Второй номер на 2-й минуте сделал счет 0-1. Ну, нет, все-таки не думаю, что будет сейчас прямой удар поворотом от Самойловой. Ну, даже это легко можно понять по разбегу. Заброс. Мажет по мячу. Конева, удар поворот. Там Черленок здесь с острого угла. Не попадает она. Не попадает в створ. И замена. Даже сразу две. Выходит Марина Пушкарь и Татьяна Нестюкович вместо Нижегородовой и... Нижегородовой и Яны Домин, да. Вот то, о чем я и говорил. Все-таки решил Марину Пушкарь задействовать сейчас вместо Валентины Нижегородовой. Михаил Соболев, ну и также замена крайней футболистки фланговой. Татьяна Нестюкович выходит на футбольное поле. На сей раз еще одна пинчанка, но только уже
не в АБФ У-19, а в Днепре. Ну, хотя, так или иначе, отношение к этой команде АБФ У-19, я имею в виду, Нестюкович тоже имеет самое-самое непосредственное. Имховик. Самойлова. Не доходит передача до партнерши. Ну вот как Тихомирова здорово сыграла. Удар по воротам. И Залетова. Молодец. В данном случае переводится на мяч на угловой. Далее Тихомирова здесь здорово доработала эпизод и пробила из предела штрафной. Пробила неплохо. Опять же, надо сказать, по позиции Залетовой должна была здесь Анна справляться. 41-я минута у нас заканчивается. Уже по запасным я пройдусь после углового, который Александра Самойлова исполнит. Не торопится она никуда. Ну и на самом деле понять не мудрено Александру, потому что ее команда побеждает в очень принципиальном поединке. Подача Самойловой на ближнюю штангу. Играет Товаревич. Удар поворотом от Протасюк. Нестюкович. Нельзя так мяч выбивать, конечно, в центр. Это еще из Дюш известно, да. И вот такое вот непонятное действие, опять же, оно приводит впоследствии к угловому. И Яцинович будет подавать. Ну, после этого углового точно, да, по резервисткам пробегусь для вас, дорогие зрители нашей трансляции. Сей раз мяч низом направляется. Якусик. Протасюк на подборе. Да, опережает Барлюгову. Тихомирова назад. Ну и здесь одна Лада Пашковская страхует своих центральных защитниц, которые приходили туда в штрафную неприятельскую на угловой. Самойлова. Падает Александра. Нужно подниматься. Спокойно играла Михайлова плечом в плечо. Алиса Мацкевич. Ну, не знаю, насколько готова играть, если что. Ульяна Узун, Алина Хрощак, Александра Тарадуда, Дарья Маркова, Яна Есман и Вилета Вацура. Это запас АБФ У-19. Светлана Коломийцева-Корбут, Марина Пушкарь уже на поле, Маргарита Лазаренко, Ксения Карпова, Виолетта Лагутенко, Евгения Козловская, Юлия Денисенко, Полина Курильчик. Ну и Татьяна Нестюкович тоже вступила в игру совсем недавно, вы помните. Это запас уже Днепра я сейчас назвал. Две замены уже сделал Михаил Соболев. С Пушкарь отыгралась Товаревич. Мяч на фланге Иванова. Капункина. Капункина. Перевод на Алину Коневу. И Анастасия Михайлова здесь, но опять же, вот неуверенно мяч она обрабатывает и едва не опять опростоволосилась, да, там по пятам ее преследовала Дарья Протасюк. Конечно, такого себе часто, да вообще никогда нельзя позволять. Ну вот, думаю, что может быть, как раз-таки Михайлову где-то и заменит в перерыве, может быть, позже на Ксению Карпову. Михаил Соболев, ну посмотрим. Игра все расставит по своим местам. 1 минута еще играть с нового времени. Ну, я думаю, что минутку-другую, да, была у нас там пауза на водопой. Были еще небольшие остановки на замену также. Так что, я думаю, будет все-таки Павлом Руденковым какое-то время компенсировано к первому тайму, который получился, в принципе, достаточно неплохим. Но все-таки прошел он, думается, более с преимуществом, с более поставленной игрой, понятной игрой, да, и понятной установкой. Своеобразный стиль такой вырабатывается у этой команды АБФ У-19, чем у соперника. Угловой еще один. Ну и хотелось бы, конечно же, оперативно узнать, сколько там Павел Руденков добавит. Я думаю, что диктор по арене обязательно нам эту информацию расскажет. А пока же смотрим, как Самойлова распорядится
этим стандартным положением. Вот смотрит внимательно, что там в штрафной площади происходит Павел Руденков. Подача, удар по воротам, Черленок пробивает выше. И удар от ворот. Ну и сейчас мы на повторе увидим, да, вот эта подача. И выиграла здесь вверх, да, у Марины Пушкарь позиционно. Выиграла и пробила Алина Черленок. Но немножко выше мяч пошел. Падение Нестюкович, да, это нарушение правил. Пацукович правило нарушила все-таки. Да, не знаем мы, сколько там компенсировано, к большому сожалению. Ну, минута точно. Когда Павел Руденков даст этот свисток, тогда мы и поймем все. Да, ровно минута. Что ж, Днепр 0, АБФФ У-19 2. Перерыв, отдыхаем и возвращаемся в Могилев через 15 минут.
Друзья, возвращаемся мы на стадион Днепр-Могилев. Второй тайм матча 18-го тура женской высшей лиги между одноименной командой и АБФ У-19 нас ожидает 0-2. Такой вот, может быть, для кого-то и неожиданный результат принесла первая половина. Очень быстрый гол, сверхбыстрый, я бы даже так сказал, провела Александра Самойлова уже на второй минуте со штрафного. И на 17-й она же удвоила преимущество. Замена в составе команды АБФ У-19. Анну Пацукович заменила Алина Хорощак. Будет Алина играть под 11 номером. Но вот уже две замены. Михаил Соболев, наверное, реагируя, да, вот на такой неудачный ход матча, сделал еще в первом тайме. Валентину Нижегородову, Яну Домину он поменял. Соответственно, вышли на поле по позиции Марина Пушкарь и Татьяна Нестюкович. Ну, Хорощак хорошо идентифицирует на поле. Она такая типичная блондинка, будем так говорить. Ну, имея в виду, естественно, только чисто внешнее проявление этого, а не то, о чем вы подумали. Ладно, шутка-минутка. И нарушены были правила на Лии Тихомировой. Конечно же, капитан АБФ У-19 торопиться никуда не будет. Коршкова. Но я думаю, что будет пытаться команда АБФ У-19 больше, наверное, играть, отталкиваясь от приемлемого счета, но, наверное, в глухую оборону явно уходить не намерена. Это не в правилах тренерского штаба, который уже не один год работает вот с АБФ У-19. Но справедливо замечает Владимир Шиндиков, что будет длинная передача. Барбаренко забрасывает по флангу. Тихомирова с мячом встретилась. Черленок. Нестюкович. Вот так вот. И тут же Черленок ее сбивает. Ну, грамотный тактический фол от центральной защитницы АБФ У-19. Так, тут Павел Руденков хочет пообщаться с кем-то. Не знаю только с кем. Наверное, с Хорощак. Но оператор не акцентирует наше внимание на то, с кем там. Главному рефери нужно было поговорить. Но эта беседа идет. Но мы, конечно, не видим ее участников. Ладно, Барбаренко, подача. И нет, до удара поворотом дело не доходит. Пашковская здесь спокойно принимает мяч в своей штрафной, но точно передачу не сделала. Лада, Михайлова, назад, Залетова. Иванова. Мяч от Арины уходит. Лада Пашковская вбрасывает Самойловой. Ну и Александр, естественно, находясь под давлением, играет своему центральному защитнику. Протасюк против нее Капункина. Протасюк, хороший пас. Ну ничего себе, не было положения вне игры. И да, Залетова здесь выручает свою команду. Да, вышла она за пределы штрафной площади. Уже нельзя было голкиперу играть руками. Тем не менее, проход Синявская она остановила. Ну, в этой ситуации, конечно, выручила команду Залетова. Давайте еще раз смотреть повтор. Да, вот так оставили одну Синявскую, да, и выбросила ногу в направлении мяча и сыграла по мячу. Конечно, если бы сыграла в ногу, то это была бы красная карточка сразу же. Но до этого дела не дошло. Я думаю, что и так уже много ошибалась в этом матче Аня. И не хотелось бы, чтобы все закончилось для нее вообще удалением. Капункина назад. Конева. Якусик. Якусик. Ну, она может взять игру на себя. Слишком много. Правда, сейчас
наверное, уверенностью, самоуверенностью заручилась. Слишком была самоуверена, поэтому и с мячом она рассталась, в конце концов. Ну и на Тихомировой сразу же фол. Черленок. Если все так продолжится, то в этом чемпионате может грянуть и сенсация. Конечно, играть еще очень-очень много. Нужно доиграть второй круг и потом еще весь третий. Но АБФ У-19, я думаю, до последнего будет стараться навязать борьбу за бронзовые медали Днепру и, соответственно, команде Зорко БДУ. Вот Зорку уже дважды удалось обыграть. С Днепром, еще раз скажу, в первом круге была нулевая ничья. Ну и сейчас вот ведут футболистки в белой форме. Да, где-то были потери, наверное, неоправданные, но опять же молодая команда и нужно добиваться результата, да, естественно, футбол профессиональный это и есть результат, но все-таки первая задача первостепенная это подготовка футболисток для всей вертикали сборных. Ну, естественно, наши ведущие клубы уже часто бывало тогда. Положение здесь не игры. Часто бывало так, что выпускницы этой команды, да и, собственно, вот даже по Днепру мы можем судить, оказывались в других клубах, которые ставят перед собой цели. Цели именно связанные со спортивным результатом. Протасюк. Перед ней Пушкарь. Ну и футболистка из Бреста оказалась первой. Мяч выбила за боковую. У АБФ У-19 на данную минуту после 15 матчей 23 очка. У Днепра 16 проведенных матчей 29 очков. Соответственно, Днепр третий, а АБФ У-19 располагается на 5-й позиции, насколько я могу понимать. Если, опять же... нет, Сморгонь на 5-й позиции, да, команда победила Витебск. Именно Сморгонь 5-я, а АБФ У-19 занимает 6-е место. Но, опять же, это без учета этого матча. В случае победы вот будет у 3 команд по 26 очков. Зорки, Сморгонь и АБФ. Вяжель. Хладнокровно играет. Очень здорово. Черленок мяч направляет. Горшкова. Пашковская просит. Да, и получает здесь на фланге. Но и ошибается Лада. Или же Самойлова не поняла задумку партнерши Капункина. Да, сегодня, конечно, много приходится Валентине играть в отборе. Она тоже была в сборной, как и Маргарита Лазаренко, как и Михайлова Анастасия. Я уже говорил об этом. Девчонки для соцсетей команды немножко поговорили о том, как они в сборную плодотворно съездили, получили международный опыт, ну и как готовились к этому матчу, да, вот еще вчера, казалось бы, даже Михайлова, Лазаренко, Капункина были в одной команде, вот со многими, кто им сегодня противостоит на сборе учебно-тренировочном. Но теперь, конечно, на поле никаких поддавков быть не может, да, и дружбы тем более. Евгений Якусик. Она уже в штрафной. Берет игру на себя. Нестюкович. Попытка пробить. Товаревич. Падение Карины Товаревич. Свисток. Рефери молчит. Синявская. Ну что ж, контратака. Нет, это Протасюк. Синявская как раз открывается сейчас в центре. И мяч получает. Нет, до Самойлова. Он доходит. Самойлова. Удар поворотом мимо. Мимо, конечно, тянулась к мячу. Александре было сложно пробить точно. Вот тот момент с участием Пашковской и Товаревич, конечно, интересный. Но надо думать, что Руденков справился со своей задачей. Не увидел он там нарушение правил. И, соответственно, не стал свистеть. Имховик на Хорощак. Алина вот вышла на поле во втором тайме. Пока не совсем заметно. Наверное, не самый лучший матч она провела. Первый, да? Тот самый
со сборной Узбекистана. Поэтому была заменена после первого тайма. Посмотрим, как ей удастся второй тайм уже матча чемпионата. Черленок. Найцинович. Та играет с Имховик. Но опять же, вот Хорощак здесь Барбаренко опережает и тут же мчится 9-й номер вперед. Но вот пас не вышел точным. Открывалась Барлюгова. Ну, не отходит команда, которая сегодня приехала в Могилев от своей игры. В общем-то, то, о чем я и говорил в начале второго тайма. Не сказать, чтобы слишком уж Днепр сегодня был податливым, но видно, что не хватает, наверное, чего-то не хватает сыгранности, да, игрока в центре поля. Может быть, позволю себе сказать, даже где-то, может быть, желание уже не то после 2 пропущенных голов, я имею в виду. Опять же, это женская психология, и в спорте она очень так проявляется всегда типично. Пропускает команда, если 1-2 голы, конечно, переломить исход встречи, да, там бывает зачастую неимоверно сложно, и, как правило, наверное, это не получается сделать. Хотя, опять же, не владею статистикой в целом. Ну, так, по опыту просто знаю, что не часто бывают волевые виктории, там, отыгрывая со счетом 0-2, 0-3. Посмотрим, как сегодня будет. Уже 57 минут фактически у нас сыграно во второй половине. Пообщался сейчас Руденков с Татьяной Нестюкович, но вот сразу после окончания первого тайма он там беседовал с Александрой Самойловой. Или же она с Руденковым беседовала. Вот коллега обратила на это внимание. Интересно, о чем они там общались. Капункина. Есть там Арина Иванова, да, и между защитниц играла Валентина, но опять же, чего-то не хватает. То ли скорости Ивановой, то ли своевременного рывка. Ну вот из этих всех моментиков-то и складывается в итоге результат, который мы сейчас на табло видим. Вяжель. Черленок. Хорощак борется с Пушкарь, и правила Марина нарушила все-таки. У мяча Алина Черленок. Подождала, пока отойдет на положенное расстояние Нестюкович. Алина, по-другому, наверное, и нельзя было, да? Надо было мяч водить, не бежа в соперницу. Ну и здесь вот борьба Синявской с Коневой. Барбаренко. Валерия вбрасывает на Нестюкович. Та играет назад. Михайлова. Барлюгова. Анастасия Михайлова, она не только центральный защитник, она и впереди, как нападающий, может сыграть. Но вот выздоровела, поправилась-таки после серьезнейшей травмы Капункина, поэтому пытается все-таки использовать впереди Валентину. Теперь уже Михаил Соболев. Но опять же очень низко открывается. Вот сейчас Капункина как раз таки мяч. Посмотрите, где принимает, устремляется вперед. Уходит от Тихомирова. Сегодня, наверное, больше, даже на позиции нападающего Виктория. Барлюгова играет, и фол очередной. Замена. Вторая замена Владимира Шинтикова. Выходит на поле Ульяна Узун вместо Дарьи Протасюк. Та самая Ульяна Узун, которая вот в пенальти не забила в матче первого круга между этими командами. Хотя и не должна была его исполнять, как потом я уже узнал.
Ну, вышло так, как вышло. Дарья Протасюк уходит с поля на 60-й минуте. Ну, сегодня, конечно, удостоена она самых лестных слов за свою игру. Ну и получает, конечно же, похвалу от своих тренеров. Ульяна Узун, 10-й номер. Ну что ж, понаблюдаем и за ее игрой. Штрафной удар у мяча Валерия Барбаренко. Заброс в штрафную площадку. И пыталась в одно касание сыграть. Карина Товарищ, положение вне игры зафиксировано было. Тихомирова. Горшкова. Да, есть проблемы. Вот я уже говорил по поводу Александры Тарадуды. Полагаю, что у нее есть проблемы со здоровьем. Но точно знаю, что Дарья Маркова, ну, тоже в заявке есть, но играть пока не может. Отправляется она от тоже серьезной травмы колена, которая еще в прошлом сезоне получила. Сейчас проходит курс реабилитации. Конечно же, Даше мы тоже желаем побыстрее возобновить активную карьеру, да, свою игровую, и еще очень много играть, очень много делать шагов вперед. Тоже очень талантливая защитница. Тоже она в резерве находится. Нестюкович назад. Михайлова. Точно на Капункину. Ну и Валентина берет игру на себя. Что еще остается делать? Счет 0-2. Пройти двоих не получилось. Пашковская. Пашковская здесь, конечно... Ох-охо! Гол Капункина. 62-я минута, 1-2. Да, Пашковская здесь, безусловно, ошиблась. Нельзя вот так вот играть через центр. Мяч у тебя под ногой, и ты пытаешься выйти. Ну, опять же, то, на что настраивает, то, что прививает девчонкам тренерский штаб, выходить из обороны низом. Но, конечно, в той ситуации нельзя было делать. Да, смотрим на повторе. Барлюгова вступила с ней в борьбу там вместе с Ивановой, и мяч как раз-таки пошел на ногу оставшийся на линии штрафной фактически Валентины Капункиной. Та забивает ближний угол. Ну, наверное, такого подвоха и не чуяла от своего защитника Ева Вяжель. Да, еще одна замена. Еще одна замена у нас. Сейчас будем разбираться. Да, ну вот как раз-таки футболистка, которая вышла на замену. Это Маргарита Лазаренко, по-моему. Третья замена. Самойлова. Прострел. Ох, мяч там мог и юркнуть с ворота, но все-таки ушел за лицевую линию. Карина Товаревич сыграла надежно. Это Алина Конева была, да. Все-таки мяч выбила за лицевую на угловой. 1-2. Счет стал на 62-й минуте. Забила Валентина Капункина. Но это интрига, опять же. Это здорово. Мы это все очень любим. Да, сегодня много, конечно, ошибок, да, таких невынужденных, вследствие чего и голы у нас забивались. Подача. Играет головой Якуси. Кузун. Что здесь пыталась сделать Узун? То ли пас. Ну, скорее всего, что пас, судя по силе, с которой мяч от ее ноги пошел вперед. Здесь спокойно играет Анна Залетова. С чем связана эта пауза? Не совсем понятно. Ну, ждем, когда оператор среагирует. Ага, какие-то есть проблемы у Валерии Мховик. Снова с ней... снова общается, ну, не с ней, с другой футболисткой. Много сегодня рефери разговаривает, что и правильно. Вот с Анной Синявской сейчас будет беседовать Павел Руденков. И
бы нарушение правил, судя по всему, зафиксировано. Но я, если честно, не заметил, что там было за нарушение. Арбитру, естественно, виднее. Конева, перевод налево. Якусик. Якусик идет вперед. Синявская отбивает мяч куда подальше. Но вот интересно, опять же, как изменится и изменится ли вообще, в принципе, игра после пропущенного мяча. Будут ли вот так упрощать игру, играя на отбой, вот как сейчас, футболистки АБФ У-19, либо же продолжат гнуть свою линию. Хрощак просто забрасывает вперед. Конева. Хрощак в одной к Сане Яцинович. Узун против Михайловой. Ну, Михайлова здесь, конечно, была на 2 корпуса впереди, поэтому до мяча она быстрее добралась. Да, волнуются оба тренерских штаба. Конечно же, это принципиальное противостояние. Я думаю, что вы понимаете, почему. Уже я, в принципе, сегодня об этом сказал. Как раз-таки из Могилевского Днепра переезжал в Минск Владимир Шинзиков, будучи тогдашним главным тренером. Конева здесь замешкалась. Синявская в борьбу вступила. Тихомирова. Капункина. Валентина уже сегодня смогла забить. Иванова смещается в центр. Идет за ней Пашковская. Товаревич. Иванова, и попадает она в Пашковскую. Можно продолжать игру. Передача по флангу. И свисток звучит. По причине того, что, да, штрафной назначается и Еве Вяжель, голкиперу. Нужно быть сейчас очень внимательной. Будет подачу делать наверняка Валерия Барбаренко. И опять же хороший эпизод может возникнуть для того, чтобы сравнять счет. Почему бы и нет. Будет заброс. И опять же очень здесь нужно внимательно бороться за позицию. Защитницам играет головой Ксения Яцинович. Мяч в аут уходит. Узун. Конева. Заброс в штрафную площадь. Там спокойно играет головой Черленок. Пашковская. Ну, поджимают. Пытаются могилевчанки, да, воспользоваться моментом вот этим, чтобы надломить соперника. Опять же фол. Синявская здесь была не права. И Барбаренко после ухода с поля Валентины Нижегородовой, она уже постоянно эти самые стандарты исполняет у могилевчанок. Заброс. Выходит из ворот. Нет, в принципе, и выходить даже не пришлось. Еве Вяжель. Мяч просто к ней в руки пришел. И быстренько она возобновляет встречу. Черленок идет вперед. Пушкарь прерывает этот пас. И что у Марины получится в этом моменте? Играет она назад на Барбаренко. Нестюкович там борется до последнего с Валерием Ховик. И отборолась здорово. Падает Барбаренко. Нарушила правила Хрощак. Ну вот фактически здесь мяч в этой точке был, когда забивала Александра Самойлова на 2-й минуте. Ну, что ж, посмотрим, как получится у Барбаренко. Опять же, правой ногой, если хочешь мяч ровно в створ направлять, удобнее было бы. Ну, Барбаренко левша. Подача, не добирается до мяча Анастасия Михайлова. Удар от ворот будет. Ну, конечно же, остается 21 минута основного времени. Не будет торопиться Ева Вяжель.
Первая на мяче тут оказалась Товаревич. Скачет он по головам футболисток. Ну и вот теперь уже в ногах Пушкарь оказывается. Горшкова. Ошибается Дарья. Пушкарь. Хорощак. Ну и здесь в центре на подборе первая Таврич, Капункина, да, она может корпусом здорово сыграть. Арина Иванова, нужен прострел. Прострел и случается. Мяч уходит от 4-го номера могилевской команды. Это значит, что снова Вяжель знакомую для себя очень процедуру исполнит. Вяжель далеко вперед. Самойлова в касание, там никого. Якусик падает. Тихомирова показывает, что я не фалила. Я здесь ни при чем. Ну, пока 97-й номер. Так, может и нарисовать, конечно, да, придумать нарушение правил. Но арбитры должны знать о таких вот маленьких футбольных хитростях. Но сейчас фол скорее был, чем не был. И Барбаренко снова же исполнит этот штрафной. Теперь уже ей удобно левой ногой. Мягкий заброс. Играет головой Черленок. Борьба, удар поворотом, гол! 2-2, счет становится до 2, но, да, положение вне игры. Этот мяч не засчитан. Поднята рука Павла Рузенкова вверх, это означает, что гол отменен. Давайте еще раз смотреть, Пушкарь. Да, вот в этом моменте, судя по всему, мяч пошел на ногу Нестюкович, когда та была уже в положении вне игры. И Ксения Карпова выходит на футбольное поле вместо кого я, честно говоря, не увидел. У нас шел повтор. Ну ничего, мы сейчас разберемся. Ксения Карпова — это центральный защитник, поэтому мы сейчас будем пытаться понять. Да, Арину Иванову заменила Ксения Карпова. Не центрального защитника, но вот Хорощак. Вот теперь уже во вне игры. Иванова играла на фланге. Соответственно, наверное, позицию на фланге и займет Карпова, только в обороне, а кто-то будет играть повыше. А может быть, и как раз-таки найдет какое-то другое, будем так говорить, применение Карпова и Михаил Соболев вот в своих тактических построениях. Кто его знает? Залетова. Выбивает мяч точно на ногу Нестюкович. Сразу же Хорощак в борьбу вступает. Узун. Узун назад. Черленок. Черленок вперед, а Узун назад. Вот так вот у нас. Ну а Капункина только вперед. И здесь Вяжель, конечно, должна спокойно сыграть. Да, какая была радость, да, после второго забитого мяча, который провела Татьяна Нестюкович. Но, увы, для могилевских болельщиков был этот гол отменен. Самойлова. На Синявскую. Достанет ли мяч Анна? Сейчас будем понимать, достала его или нет. Нет, не получилось. А в пользу могилевчанок. Сыграла Лазаренко на Михайлову. И нужно напрягать сейчас Карпова и Горшкову. Вот так вот в одно касание играет Черленок на Тихомирову. Яцинович. Яцинович здесь попала в Пушкарь. Ну и сейчас Яцинович может
получить травму. Не хотелось бы, конечно, этого. Да, Нестюкович, еще одно предупреждение. Вот второе в нашем матче, следом за Татьяной Нестюкович. Ну, давайте смотреть. Ну, это уже момент, когда оказалась Ксения Яцинович на газоне. Нарушала она правила. На 75-й минуте вынесено Нестюкович предупреждение. Да, а здесь сводит мышцу Валентине Капункиной. Вот этот момент. Здесь Пушкарь оказалась на газоне. Да, и уже, видите, да, мяч ушел от Яцинович. И грубая, очень грязная игра со стороны Татьяны Нестюкович. И именно поэтому и Руденков и показал ей желтую карточку. Да, есть проблемы у Валентины Капункиной. И опять же, давайте мы будем помнить, что очень много она пропустила. И где-то серьезную такую нагрузку, которая, конечно, в таком энергозатратном матче получает Валентина. Она вот сейчас вот выливается в то, что сводит мышцы, да, и оказывает ей помощь медперсонал. Ну, будем надеяться, что замены не понадобится. Валентина — это тот человек, который отквитала один мяч. Ну и с Яцинович также все в порядке. Алина Черленок у мяча, да, ее удар на 74-й минуте матча со сборной Узбекистана, второго, который прошел на поле техцентра БФФ, конечно, был просто прекрасен. Ну, не в девятку, но в восьмерку точно попала Алина. Оттуда бить сейчас было бить сложно, но вот этот заброс таки приводит к угловому. Так что в любом случае КПД хорошая Алина Черленок, и устремляется она для подачи углового. Да, жаркая концовка у нас будет. Я в этом нисколько не сомневаюсь, но сегодня хороший день. В 18-м туре проходят все матчи такие, знаете, на тоненького, что называется. И еще неизвестно, как здесь в Могилеве все закончится. Подача, удар поворотом, мяч уходит за лицевую, будет еще один угловой. Да, уже не Черленок. Но не совсем ясно, кто именно. Ладно, я думаю, что обойдемся мы и без этой информации. Кто там эту подачу сейчас исполнит. Напряженная атмосфера в штрафной площади Днепра. Здесь первая на подборе оказывается Лазаренко. Тихомирова может пробить. Ровно по позиции Анны Залетовой. Пробивает капитана БФФ У-19. Ну, Залетовой нужно торопиться. Давайте еще раз посмотрим. Да, обработала мяч, было время для этого. Ну и на исполнение, наверное, не очень хорошо получилось сыграть в данном моменте Лии Тихомировой. Видела она, где располагается голкипер. Ну вот, как раз-таки в него и ударила. Прострел, Вяжель выходит. И здесь, конечно, нарушение правил на вратаре. Лазаренко, по-моему, это она была, перестаралась сейчас. Вот Капункина сыграла во фланг на Карпову. Смотрите, Карпова фланговый полузащитник. Да, Лазаренко здесь столкнулась с Евой Вяжель. Ну вот, узнаем мы Карпову и как игрока флангового. С хорошей скоростью. Может быть, она и в Витебске играла на этой же позиции. Если это так, конечно же, не все матчи комментаторы полностью отсматривают. Если играла, то прошу за неполное владение информацией меня уж извинить. Вяжель вбрасывает на Имховик. Перед ней Нестюкович. Ну, до Хорощак мяч таки дошел. И здесь фол, да, безусловный фол. Конева завалила на газон Ульяну Узун. 79-я минута. 1-2 в нашем поединке. Играет головой Конева. Синявская.
Против Самойловой здесь Товаревич. И Александре, конечно, было сложно с двумя соперницами справиться. Карпова. Но дебютирует сегодня, да, надо опять же это отметить, зафиксировать Ксения Карпова за новую команду. 2,5 года, если мне не изменяет память, провела в составе Витебска Карпова. Ну и вот откликнулась на предложение Днепра. Еще одна замена. Выходит на футбольное поле Виолетта Вацура вместо Анны Синявской на 81-й минуте. Ну вот это третья замена тренерского штаба Владимира Шинтикова. Но она очень неуступчива в борьбе. Виолетта Вацура как раз таки сейчас на этом отрезке, когда нужно, конечно, справиться с этим нагнетанием со стороны соперника, очень полезной будет, я думаю, как раз таки тот функционал, который есть у Виолетты Вацура. Больше все-таки она, это футболистка, которая любит и умеет заниматься разрушением. Поэтому снял с игры Синявскую Михаил Соболев. И мы видим, что да, последние, наверное, минут 10-15 как раз-таки под контролем могилевчанок проходят, диктуют они свои условия. В особенности это стало заметно после забитого гола. Удар по воротам Капункиной, попадает она Черленок. Это удар Товаревич, это удар Карпова. И ничего себе, мяч проходит мимо створа. Да, это было опасно, конечно. Трижды пробивали могилевчанки. Вот сейчас Товаревич попал в Капункину. Но это уже попытка дальний угол поразить Ксении Карповой. Да, вот в дебютной встрече за Днепр, если бы она сейчас забила, конечно, как бы здорово было это. Как бы порадовались могилевчанки. Но нет. 1-2. По-прежнему 82-я минута у нас на исходе. Вяжель забрасывает мяч, точнее, выбивает мяч в центр. И Узун за него все-таки смогла зацепиться. Молодец Ульяна. Делает забегание Хрощак. Узун играет по-другому на Самойлову. Яцинович там может пробить. Пока для этого нет особой возможности. Пушкарь. С ней в борьбу вступила Яцинович. Яцинович мяч под левой ногой. Та бьет, попадает в соперницу. И здесь мяч забирает. Спокойно играет Анна Залетова, конечно. Лазаренко на Капункину. Валентина снова берет игру на себя. Что еще остается делать? Вяжель не берет мяч в руки, да. Теперь только это делает, потому что поджала ее Маргарита Лазаренко. Не торопится Вяжель. Тем не менее, выбила мяч точно на Самойлову. И аут в пользу команды в белой форме. Лада Пашковская. Но опять же, да, молодость. Молодость, нестабильность. Молодые это так или иначе. Многие футболистки. Вот, из тех, кто есть в заявке, самая опытная это Юлия Денисенко. 1989 года рождения, но пока не в оптимальных кондициях Юля после повреждения, поэтому вот в игру она не вступает. Удар по воротам Евгений Якусик пробивает на месте спокойно. Забирает мяч в руки в броске. Размялась так неплохо сейчас Ева Вяжель. Но опять же не торопится. Товаревич в одно касание, просто вперед. Черленок играет головой, теперь Горшкова, Якусик. На Нестюкович. Здесь Имховик просто мяч отправляет в аут. Алина Конева, неужели отсюда решится пробить? Да, и делает это мимо ворот. Мяч проходит.
Ну вот получилось, да, у могилевчанок воспользоваться ошибкой соперника. Пока больше себе так вот... допускать такие оплошности, да, как это случилось на 62-й минуте с Ладой Пашковской, гости не позволяют. Такой матч невынужденных ошибок у нас получается, в принципе. Но я напомню, что мяч второй раз побывал в воротах Евы Вяжель, но был отменен гол, потому что оказалась забивавшая Нестюкович в офсайде. Еще одна замена. 4-я. Самойлова покидает поле. Да, классный матч, 2 гола. И Яна Есман, футболистка, которая представляет Гомель команде АБФ У-19, под 15 номером появляется на поле. 86-я минута. Аут в пользу Днепра. Карпова. Товаревич. Заброс вперед. Горшкова не решается сыграть со своим вратарем. Через центр. Первая Михайлова. Тихомирова. И это у нас фол очередной. Илья Тихомирова заработала его. Опять же, говорилось, что хорошо она умеет мяч придержать. И вот сейчас, да, когда есть такая угроза, есть нагнетание соперника, вот этот самый хорошее достоинство, да, уникальность, будем так говорить. Очень полезно, очень влияет. Вот фол заработала Тихомирова и, соответственно, несколько секунд, может быть, до полуминуты для своей команды выиграла. Здесь уже нарушают правила Виолетта Вацура на Татьяне Нестюкович. Тоже грамотный фол. Барбаренко, заброс вперед. Вацура играет головой. Пушкарь была спиной к чужим воротам, поэтому сыграла назад на Михайлову. Михайлова разворачивает правый фланг. Товаревич опережает сейчас Лазаренко. Дарья Горшкова опередила Маргариту Лазаренко. Есман. Вот первое действие этой футболистки в сегодняшнем матче. На Вацура она играет. Та вперед, но безадресно. Немховик, конечно, пыталась успеть к мячу, но это было очень-очень сложно. Да, все чаще будем мы напоминать о том, сколько остается. У нас 88-я минута, заканчивается 1-2. Очень напряженный второй тайм. Конечно, первым я, опять же, скажу, что будет доволен Владимир Шинзиков, а вторым, наверное, больше все-таки Михаил Соболев, как бы наша встреча не завершилась. Валерия Барбаренко у мяча. Много, конечно же, остановок из-за фолов, но вот опять же, заброс в штрафную. Нужно выходить и забирать мяч в руки Еве Вяжель, что она и делает. Успокаивает тем самым свою команду. И себя в том числе. Но я думаю, что, опять же, в пропущенном голе в Еву вряд ли обвинишь. Евгений Якусик. Встречает сопротивление Тихомировой, но остается на ногах. Не было фола никакого там. Все спокойно. Карпова на Товаревич. Товаревич пыталась во фланг сделать передачу. Мяч остается у могилевчанок. Последняя минута основного времени. Конечно, будут добавлены Павлом Рузенковым, я думаю, 2-3 минуты. Тихомирова. И ошибается Лия в этой ситуации. Якусик. Тихомирова снова мяч сопернику отдает. Второй раз подряд за секунд 10, наверное. Ну вот она молодость, вот она нестабильность. И Вацура здесь фалит. Вацура фалит. И это еще один шанс для могилевской команды все-таки спасти эту встречу.
Если потеряет очки Днепр, конечно же, это будет большим разочарованием. Тем более, что уже вот вынужденная потеря очков была в Витебске в прошлом туре, о чем я говорил. Очень сложно команде без Каролины Житко. Барбаренко. Это может быть даже попытка пробить, но на самом деле вряд ли стоило оттуда пытаться бить, как мне кажется. И Ева Вяжель, да, спокойно мяч устанавливает в пределах штрафной, но слишком уж не торопилась, и желтая карточка голкиперу предъявляется. Да, и 3 минуты. Одна из которых уже стартовала, да. Желтая карточка Ева Вяжель, первая в этом матче в составе АБФ У-19. Голкиперу она предъявлена за затяжку времени. Имховик, да, ну здесь, наверное, немножко уже захлестывает вот мандраж, да, нужно сохранить приемлемый для себя результат. И вот так сыграла сейчас Валерия. Черленок просто вперед. Яцинович. Мяч попадает в руку Ксении. И штрафной. Очередной штрафной. Снова Барбаренко. Да, как сейчас, конечно, стучат сердца у обоих главных тренеров и у девчонок, естественно, прежде всего. Заброс в штрафную площадь. Вратарь не выходит из ворот. Борьбу верховую выиграла защитница АБФ У-19. Ну что-то Пашковская не фалила. Не фалила, по мнению Павла Руденкова, к которому мы, конечно, прислушаемся. Хорощак падает. Можно продолжать игру, и здесь много эмоций. Тех эмоций, за которые мы как раз-таки и любим женский футбол. Друзья, смотрите, сейчас чемпионат мира проходит, я уже говорил, в Австралии, Новой Зеландии. Все прямые эфиры можно смотреть на сайте fifa.com. Ну и, конечно же, не забывайте про соцсети «Женский футбол Беларуси». Все ссылки вы сможете найти под плеером этой трансляции. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Женский футбол Беларуси». Все матчи внутренних турниров женских в прямом эфире. Но я имею в виду, конечно же, с участием взрослых команд. Угловой. Ну что ж, одна из, наверное, последних возможностей, уже третья. Последняя компенсированная минута и идет сейчас. И что, идет забивать? Да, идет забивать гол Анна Залетова. Идет она сравнивать счет. Подача, вступает в игру Вяжель. Ну и на отбой, конечно же, играет Яцинович. По-другому быть не может. Залетова первая успеет к этому мячу. Есть у нее подмога, но Залетова играет просто вперед. А здесь мяч головой выбивает уже Яцинович. Ну и правильно делает. Опять же, нужно выиграть команде, которая ведет в счете, время для себя, которое неумолимо истекает. Соответственно, работая против Днепра сейчас. Да, и все на этом. АБФ У-19 все-таки благодаря 2 голам Александры Самойловой на 2-й минуте со штрафного и на 17-й забирает 3 очка. Да, Валентина Капункина размочила счет на 62-й минуте, но это Днепру не помогло. Это Днепру не помогло. Ну и, конечно, закрутка у нас в борьбе за 3-е место очень-очень серьезная. Большое спасибо, друзья, что были в эфире нашего YouTube-канала. Для вас работал Андрей Ильенев. Всего доброго и до новых встреч.